Солнечные панели устанавливают на крышах домов Якутска. Столичный предприниматель Владимир Сыромятников стал одним из первых, кто установил панели на крыше своего офиса. В час он потребляет 10 киловатт, и почти 1,5 покрываются именно солнечными панелями. Подробности в сюжете Анастасии Кобызевой. Место для испытаний – крыша собственного офиса. 3 года назад Владимир установил солнечные панели китайского производства. И вот теперь новые, швейцарские. Оборудование безвозмездно предоставила компания SolarSpar. Сейчас их тестируют в условиях экстремальных температур. Также планируют изучать эффект отражения от снега в активный солнечный период. У нас, получается, сейчас есть архив, который мы можем следить там часовой, суточный, там месячный. И на основании этих данных мы могли бы проанализировать работу этих солнечных панелей, от чего они влияют, там, от облаков влияет ли или не влияет, там, от задымленности. Вот. Но, в принципе, для эксперимента это будет очень хорошо. Чаще всего устанавливают традиционную солнечную панель под углом. В наших климатических условиях это несет свои минусы. Зимой ее часто заваливает снегом. Двустороннюю солнечную панель нового поколения устанавливают вертикально. Такое положение помогает защитить панель от снега и принимать больше солнечной энергии. Для развития возобновляемых источников энергии в России необходимы так называемые зеленые тарифы, убежден Владимир. Они позволят продавать излишки вырабатываемой электроэнергии в общую сеть. Подобные проекты действуют уже в 50 странах. В России только обсуждают. Солнечная радиация очень большая, да? В принципе, и в основном мы освещением как бы не пользуемся, да? И дома в основном не сидим. И получается, у нас солнечные панели установленные могут просто так простаивать. Если этот закон примут, то если мы сами не используем энергию, то мы можем продавать ее в сеть. Аналогичные установки работают в Швейцарии. В Якутии же оборудование пока только изучают. Если результаты исследований подтвердят экономическую выгоду использования солнечных панелей, их начнут применять повсеместно и за пределами республики. Анастасия Кобызева, Илья Сыромятников, Якутск.